конференц-связи приняли участие все социальные службы города, работающие в тесном контакте с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Звонков поступило немного. Кому-то требуется финансовая помощь для лечения, других волнует вопрос доступности объектов для маломобильных групп населения. По словам заместителя главного врача Юрия Лысенко, в настоящее время в городе порядка 40 спинальных больных, прикованных к инвалидному креслу. Из них только 8 человек могут передвигаться. Однако это не окончательная цифра. Инвалидов-колясочников в Сибае немало. Именно доступная среда способна повысить их уровень жизни. В ходе конференц-связи поступил звонок от мамы, воспитывающей ребенка-инвалида. По закону таким семьям положено бесплатное жилье вне очереди. На вопрос о продвижении очередности ответила заведующая сектором по жилищным вопросам Ольга Гордеева. По состоянию на 1 апреля 2015 года под номером 5 вы стоите. У нас движение происходит. На 1 апреля 2014 года, вы не помните, какие вы стояли у нас на учете? Вы на 2 человека у нас продвинулись, вы стоите во внеочередном порядке, поэтому по мере освобождения жилых помещений жилье вам будет предоставлено. Также сибайцы спросили о возможности продления инвалидности. Ни один вопрос не остался без внимания. На некоторые из них будут даны развернутые ответы. В ходе конференц-связи специалисты поднимали актуальные темы, касающиеся сфер здравоохранения и образования, обменивались мнениями о решении тех или иных проблем. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.